Уважаемые коллеги, дорогие друзья, что я хочу сказать? Аборт и репродуктивное здоровье женщины. Вовремя остановить беду. Главное, что я хочу сказать. Я в этом, как говорится, бизнесе 52 года. Начиная с первого медицинского института, с института акушерства и гинекологии. Это 70-е годы, 71-й и дальше. Я сама участник тех моментов, когда действительно аборт был методом планирования семьи. Мы, к счастью, от этого ушли. И Министерство здравоохранения Елена Леонидовна Шешко, которая руководитель нашего департамента, здесь присутствует. Прошу ее конкретно приветствовать. Потому что мы уделяем колоссальное внимание, ежеминутное, по всем регионам, чтобы не было их. Но, знаете, не заставишь иногда, потому что не все методы контрацепции работают. Я в этой жизни видела и после стерилизации беременности, и после внутриматочных спиралей беременности, и после контрацептивов беременности, и даже после презервативов беременности. Вы прекрасно знаете, что нет ни одного метода контрацепции 100% гарантированно. Поэтому аборт был, есть и будет методом акушерско-гинекологического метода, когда надо помочь человеку. А чтобы не было абортов, беременность должна быть в моде. Все должны мечтать о беременности, потому что если у нее будет беременность, дети, у нее будут условия, у нее будут денежки, у нее будет квартира, подарки, работа. И спасибо Владимиру Владимировичу, нашему президенту, что он каждый день обращает внимание на семью, на многодетность, на благотворительные фонды, и у меня есть фонд. Это действительно очень дорого стоит. И начиная свою презентацию, я скажу с конца, только за последний год нам удалось, благодаря колоссальным мерам нашего здравоохранения, наших врачей и нашего правительства, сократить количество уже тех абортов, которые пришли женщины уже на прерывание, на 46 тысяч человек. Это без общества. А где общество? Почему мы не слышим, что психоактивные средства? Почему-то мы не боремся против курения, против алкоголизма, и против наркомании, и против разных психотроп. Давайте всем миром возьмемся за это. А почему мы не наказываем мужиков? Ведь женщина не станет беременной без мужчин. Я что-то ни разу не слышала, Святой Отец, чтобы вы кого-то из мужчин сказали: а, ты сделал этого ребенка, отвечай или становись отцом его, или что-то. Но это так, из жизни моей, большого опыта. Я на всякий случай говорю, потому что я не знаю, кто в зале. Я это говорю для того, чтобы не было потом мучительно больно лишать женщину, матки, здоровья. Я тот самый человек, который по Снегиревке и по Первому меду в каждую больницу ездил, делала экстирпации матки по просьбе Кузина, когда сепсис, когда женщина случайно забеременела, ее обманули, она не знала даже, не было образования, сейчас мы стараемся. А у нее сепсис надо спасать, там уже не до аборта, ни до чего, там просто ликвидировался орган. Я не хочу до этого дожить. Поэтому каждое слово, которое я буду говорить в этом докладе, я вчера его сделала своими руками. А помогал мне мой внук, он здесь вот сидит, Эдик. И вы увидите каждый слайд, созданный моим внуком. Он оригинальный для сегодняшнего дня. Начну презентацию. Что влияет на репродуктивное здоровье? Образ жизни. Что мы едим, как мы пьем, как мы распущенно или нет себя ведем.
разные аутоиммунные заболевания, генетика, сопутствующие заболевания. А также здесь очень много моментов, психотропные факторы. Да, бывают и инфекции, передающиеся половым путем, к сожалению, бесконтрольным, стрессы, акушерские осложнения и так далее. Во всем этом виноватен, конечно, частично. Все сваливать на аборт нельзя. Но аборт – это бич. И называть аборт абсолютно безопасным нельзя, потому что это метод, и мы знаем, что после аборта тоже бывают нормальные беременности, роды и так далее. Но я как врач хочу сказать, что я лично, например, не делаю абортов, потому что я считаю, что если есть необходимость, да, их надо делать. Как же женщина может выйти из этой ситуации, если она не виновата, если она не знает, если так произошло, если ее бросили, если их обманули, всякое бывает. Поэтому здесь внизу написано «безопасен ли аборт». Нет, он не безопасен, но он должен, он был в нашей стране в 20-е годы, в Америке в 70-е годы, сейчас там война большая, у меня там дочь находится, я хорошо знаю. Мы должны иметь равновесие. Мы должны сделать так, чтобы бороться с абортами, и мы боремся. На что влияет аборт? Много данных. Это и акушерские в дальнейшем осложнения, это и нарушение овуляции, это и нарушение менструального цикла, это и эндометрий с синехиями, эндометритами, тонкие эндометрии, это и тазовые боли и спайки, это и фон для воспалительных заболеваний органов малого таза, то бишь тазовых болей, спаек, бесплодия, невынашивания. Поэтому говорить о том, что аборт безопасен, нельзя. Да, есть риски аборта, они имеются. Но говорить о том, что аборта не должно быть на свете, тоже неправильно. Мы должны очень взвешенно, как сейчас правительство, как наш министр, он нас всех душит, чтобы мы боролись за аборт, против аборта. И это мы делаем, слава Богу. Контрацепция, как я сказала, не всегда эффективна, эффективность примерно 90%. Аборт не должен быть методом планирования семьи. И самое главное, начинается это все из школы. Мы должны усилить образование, усилить мотивацию на беременность, чтобы девочки играли в куклы, а не сидели в гаджетах и смотрели каких-то непонятных ЛГБТ, и тогда я даже таких слов не знаю. Мы должны с детства научить девочку мечтать о том, что она будет мамой, и у нее будет ребенок. Вот где засада. Мы недостаточно это дорабатываем. Нам надо социальные моменты усиливать, тогда, когда медицина это уже познавала. Но мы работаем над этим очень капитально. Здесь написано, кто нежелательная беременность, чья ответственность, конечно, это и женщины, и мужчины, и контрацепции, а образование в семье и школах. Исторически аборт практиковался с древнейших времен, причем исторические записи, археологические находки свидетельствуют о том, что в разных цивилизациях использовались различные методы прерывания беременности. В средние века позиция по отношению к абортам и средневековье в значительной степени определялась религиозными убеждениями. Правильно сказал выступающий предыдущий, что в 20-е годы наша страна сделала первой страной мира, которая легализовала аборт. Сегодня в рамках модернизации нашего здравоохранения мы не должны говорить только о плохом. Дорогу осилит идущие, а мы идем в полном своем масштабе и скорости. Построены перинатальные центры, модернизированы новые больницы, изменения в сфере реабилитации, расширенный неонатальный скрининг. У нас уже плод пациент, сперматозоид пациент будущий, яйцеклетка пациент, эмбрион пациент.
Осуществлено снижение младенческой смертности от 4 и 1 промилле. Самый низкий в истории показатель. Почему мы об этом не говорим? Да, мы сегодня говорить будем об абортах. И в каждом слайде будет написано: аборт это плохо. Но не доводите до аборта, будет крик моей души. Репродуктивное поведение. Раньше, 20 лет, она уже мечтала быть невестой. Сегодня сместилась на 30 лет. 16 лет в среднем сексуальный дебют в России официально. А неофициально мы прекрасно знаем, как это происходит. И в 11, и в 12, и в 13, и в 14. В итоге получается, что женщины проводят свою первую треть репродуктивного возраста, откладывая первую запланированную беременность. Ей надо денег заработать, чтобы быть, у нее были деньги. Ей надо образование получить, карьеру построить. Основные причины прерывания беременности в нашей стране, как и за рубежом. Низкая сексуальная культура. Мы должны еще больше работать в социуме. И вот здесь я очень прошу представителей и секс, и духовенства, и всех, да, надо над этим работать, к современным методам контрацепции. Брак неустойчив, нет уверенности в выбранном спутнике жизни или партнере. Проведение операций по медицинским показаниям, по состоянию здоровья и наличие не лишенных жилищных проблем. Но нам наш президент обещает, что все будет для того, чтобы была мотивация на беременность, мотивация на многодетность и мотивация на решение всех проблем. Около четверти абортов приходится на возрастную категорию 25-29 лет. Около 22 на возраст 34. Примерно столько же возраст 20-24. Пожалуйста, надо вот этим заняться. Контрацепция для меня – это не метод ограничения рождаемости. Контрацепция должна быть в умах всех. И у мужчины, если он притрагивается к женщине, которая не собирается быть его женой, или даже собирается, но не собирается беременеть, он должен тоже барьерно предохраняться заодно и не перенесет ей инфекции, передающиеся половым путем. И женщина должна понимать, вот в этом партисипативность должна быть в нашей медицине. Но если она использует и то, и другое, и у нее беременность наступила, ну что ж, не убивать же человека. Как изменилось репродуктивное поведение и наши сегодняшние установки Министерства здравоохранения. Первое. Установка на семейное рождение детей. Оценка репродуктивного здоровья 15-17 лет и передача информации наверх 18 лет взрослому гинекологу. Медицинская грамотность, информированность, доабортное консультирование, недели тишины, сердцебиение плода, ультразвук, психолог. Да мы на колени встаем перед женщиной, чтобы она только не сделала аборт. Дальше аборт может вызывать и тазовую боль, и бесплодие, и нарушение имплантации, и пороки развития плода, и послеоперационные осложнения, нарушение менструального цикла, эндометриозы, новообразование, внутриматочную патологию, эндометриты, но не сам аборт как метод, а то, как организм это перенесет. Поэтому, да, риск есть. Мои слова: безопасен ли аборт? Вначале я сказала. Да, во многих случаях он может быть небезопасен. Во время самого аборта могут быть проблемы, после абортном периоде и так далее. Я на эту тему сказала. Страны. Искусственное прерывание беременности, акушерско-гинекологическая процедура. На несколько групп делятся. Полное запрещение без исключений. В основном Африка. Полное запрещение, кроме исключительных случаев. Это тоже в основном Афганистан и много. Я вообще не против никого, все хорошие, но вот они официально. Я вчера до 12:30 ночи делала этот доклад. Все свежайшие данные, и помогал мне Эдуард Лернук. Аборты по медицинским показаниям и в других исключительных случаях странах.
аборты по медицинским и социально-экономическим и свобода аборта. Необходимо при этом ответить, что в странах, где разрешены аборты, и минимальные показатели материнской смертности, отмечается и низкая вообще частота абортов, что свидетельствует о высокой культуре репродуктивного поведения. Мы против абортов, но запрещать надо сначала улучшить репродуктивное поведение. Вот это наш приказ, и это ребенок, который мне нарисовал Эдик, внутри колбочки, он должен под защитой государства. Сохранили 45 810 жизней. Вот благодаря Елене Леонидовне. Она считает, я считаю, вообще плохо считаю. Незапланированные беременности. А сейчас вот еще к церкви. У кого незапланированные беременности? Кто склонный к курению? Кто склонный не обращаться в консультацию? И встают на учет при больших факторах. Эти факторы могут быть губительными. Давайте разберемся. Почему мы так относимся к разврату наших детей? Те, кто после родов женщины, беременность которых явилась незапланированной, они не могут представить себе, у них и депрессия, и многое другое. Негативное влияние аборта на физическое и психическое развитие. Конечно, представляете, у человека по природе цикл. Менструация, первая фаза, овуляция, лютеиновая и беременность. Сюрприз, беременность прекрасная, а для этого женщины драма. Конечно, у нее психические будут нарушения, она не знает, куда деваться. Да, это действительно серьезная проблема, и мы должны понимать, что аборт это не подарок, это не десерт, и женщины несчастливы это делать. Они переживают, платят, психуют, депрессия у них. Ну, надо сделать так, чтобы они к этому не обращались. Вот факторы риска аборта. Эти девчонки день и ночь в клубах. Им это все равно. А если бы они понимали, что они несут ответственность за это, то они бы все-таки думали на эту тему. Молодой возраст, факторы, связанные с сексуальным поведением, несколько половых партнеров. Иной раз они не знают, а кого забеременели и кого привлечь, что он отец. Смена полового партнера в пределах последнего времени, наличие в анамнезе инфекции, акушерские гинекологические операции, введение внутриматочной спирали, психоактивные вещества. Вот эти 3-4 слайда, я не буду их озвучивать, но они у меня есть. Я их делала сама лично и опубликовала статью вместе с моими коллегами. 20-30% женщин курят, 15% употребляют алкоголь, 3-10 употребляют каннабис и прочие моменты, а у них влияет это на развитие плода, на менструальный цикл, на овуляцию, на яйцеклетки, рождаются уродства. Вот эти 3-4 слайда фотографируйте, мы их рисовали для вас, или специально для вас возвращаю предыдущие. Подростки в основном в этом повинны. Диспансеризация. Бесплатная раз в году, а охват 36%. Да, он улучшился. Спасибо министру нашему, Михаилу Альбертовичу, он строгий мужик. Но надо быть еще строже. Те предприятия, где работают женщины, они дают им день на диспансеризацию. Вот этот слайд должен быть очень важный. Каждый человек должен знать, на какой неделе беременности произойдут катастрофы, если она будет неправильно себя вести, не то есть, не то пить и не так себя вести. Проект «Репродуктивное здоровье» шагает семимильными шагами. И здесь ключевой момент к сегодняшнему собранию – это преконцепционная диагностика. Сертификат молодежи. Он и она решили жениться. Они должны в обязательном порядке пройти обследование, чтобы узнать, нет ли у них скелетов в шкафу, может, у них какие-то заболевания, которые усилят какие-то пороки развития. И другой момент здесь доабортное консультирование и прегравидарная подготовка. Защита нашего будущего у нас с вами в руках. От вас зависит не только говорить, но и личным опытом. Вот я бы спросила всех, кто сидит в зале, у кого сколько детей.
и у кого сколько внуков, и как они сами лично себя ведут. Это было бы начинать пример себя, очень правильно. Я вас очень благодарю за то.